Я люблю свою профессию за то, что я могу каждый день видеть, каждый день слышать этот шум. Кому-то может не нравиться этот шум, но мне он именно нравится, шум этих линий, как все идет, как все работает. Меня зовут Даяна, мне 23 года. Я родилась в 2001 году в Костанайской области. Здесь я, получается, и пошла в школу, окончила колледж. После колледжа я пришла на фабрику. Это было в 2020 году. Получается, вот мы проходили здесь практику, мне здесь понравилось. Я пришла на работу устраиваться. Это был 2020 год. Мне, получается, 19 лет было, я пришла на фабрику. Первым, получается, мой трудовой путь начался именно здесь, по моей профессии. Здесь я параллельно еще поступила на высший Костанайский университет по своей дальше профессии. И параллельно здесь я набиралась опыта и училась на очно-дистанционной форме. Меня приняли в карамельный цех простым рабочим, кондитером сахаристых бисквитных изделий. Простояла на автомате, заверточный автомат. Я простояла всего лишь 2 дня, что очень редко. Обычно люди стоят годами, могут стоять на этом месте, но поскольку я после колледжа и заметили меня, мои старания, как я ответственно отношусь к работе, после этого меня приняли лаборантом. И круг моих обязанностей очень расширился. Можно сказать, все по-новому опять началось. Я начала учиться, все процессы, все линии. Но в основном мою работу входила это проверка контроля качества всех химических анализов. Это, например, процент начинки, редуцирующие вещества, процент накатки. А карамельный цех – это карамель, дрожжи, изюм в сахаре. Очень большой ассортимент. Разрабатывали новую продукцию и новую линию ставили. Как раз я попала под такой именно идеальный момент, что вот новая линия, я обучаюсь на этой линии. Я была очень рада, что я попала именно под такой процесс, что именно вот разработка новой линии. Я могу сразу же научиться и понять вместе со своим старшим технологом, с инженером-технологом или спросить что-то, подойти у механика, например, по механической части. Сам процесс по контролю, как сырье, подача идет, или какие могут быть минусы, плюсы. Например, даже если редуцирующие очень низкие или, может быть, большие, это тоже очень не должно быть. Обязательно устанавливаются сначала параметры все, как все должно быть. В общем, это было очень интересно. В первый раз, получается, когда я пришла на фабрику, я прям очень хотела поучаствовать именно в этом процессе. Как это все идет, как идет разработка. Это было очень интересно. Акционерное общество «Баян-Сулу» – одна из крупнейших кондитерских фабрик страны с полувековой историей. Предприятие было введено в эксплуатацию в декабре 1974 года в Костанайской области, а в 1993 году преобразовано в акционерное общество. Сегодня компания входит в состав холдинга Cas Food Products, специализируется на производстве кондитерских изделий и успешно экспортирует продукцию в 14 стран мира, среди которых Китай, Монголия, Армения, Южная Корея и страны СНГ. На предприятии трудятся более 1500 человек. Какое-то время я сначала, правда, отработала лаборантом, после этого инженером-технологом меня повысили снова. Конечно, все снова опять пришлось учиться, потому что новая должность – это новый, считай, этап твоей жизни на фабрике.
Это очень большая ответственность. В отличие от лаборанта, если ты просто отвечаешь, просто свой анализ делаешь спокойно, никто тебя не трогает, просто сообщаешь, подходишь на линию, так-то, так-то, такие-то изменения, такие-то погрешности могут быть в пределах нормы. А у инженера-технолога совсем все по-другому. Там очень большая ответственность. Сразу с утра начинается это контроль качества сырья. Обязательно ты должна подойти, посмотреть на все линии, на все участки. А если работает вся, например, весь цех, сразу же все участки, тогда это вовсе нужно, считаю, обижать все участки и посмотреть, и запустить. Для реализации экспортных проектов и расширения присутствия на зарубежных рынках предприятию была оказана поддержка дочерней компанией Национального управляющего холдинга «Байтерек» АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана». Благодаря предоставленному страховому покрытию ЭКА компания получила финансирование на пополнение оборотных средств. Страховая поддержка агентства выступила в роли залогового обеспечения, позволив предприятию привлечь кредит даже при ограниченном объеме собственных гарантий. С 2016 года страховыми инструментами агентства воспользовались более 250 отечественных компаний. Уже не только с самим, получается, сырьем или полуфабрикатами работаешь, но и тут приходится работать с людьми, находить подход, каждому индивидуально, можно сказать. Потому что люди все разные, но ты должна найти общий язык, поскольку ты уже инженер-технолог, твои обязанности входят не только анализы уже, а получается и контроль качества, и работа с людьми, и санитарное состояние, это входит в твои обязанности. Вообще инженер-технолог – это очень интересная профессия. Это хоть и трудно на первый взгляд, но когда ты вливаешься в сам коллектив, в саму жизнь фабрики, это очень интересно.